Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев со счетом 1-0 в шестом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ. Встреча завершилась в третьем овертайме. Победную шайбу забросил Алексей Бондарев. Счет серии до 4 побед стал 4-2 в пользу «Авангарда». На пути к полуфиналу омский клуб выиграл у Акбарса и Астаны. «Салават Юлаев» выбил из борьбы «Металлург» и «Автомобилист». Соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина определится после седьмого полуфинального матча между «СКА» и ЦСКА, который пройдет сегодня в Москве. Российский форвард Сент-Луиса Владимир Тарасенко признан первой звездой заключительной недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На прошедшей неделе 27-летний россиянин провел 4 матча, в которых забросил 3 шайбы и сделал 4 результативные передачи. Второй звездой признан финский голкипер Нэшвилла Пекка Ринне. Голкипер одержал 3 победы в 3 матчах, в среднем отражая 93,5% бросков. Третьей звездой стал российский нападающий Далласа Александр Радулов. Форвард провел 3 матча, в которых забил 2 шайбы и сделал 4 ассиста. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» обыграл Оренбург со счетом 3-1 в заключительном матче 22-го тура российской премьер-лиги. В составе победителей мячи забили Раванелли, Олег Иванов и Бекким Балай. Единственный мяч Оренбурга забил Сергей Терехов. В турнирной таблице «Ахмат» обогнал оренбуржцев и поднялся на 9-е место. В активе команды из Грозного 30 очков. Оренбург идет 10-м, набрав 29 баллов. В следующем туре 13 апреля «Ахмат» примет московский «Локомотив», а Оренбург в этот же день сыграет в гостях с ЦСКА. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над соотечественницей Екатериной Александровой в матче первого круга турнира женской теннисной ассоциации. Соревнования проходят в швейцарском Лугано. Встреча завершилась со счетом 3-6, 6-2, 7-6. В следующем круге 10 апреля Кузнецова сыграет с победительницей матча между Тимеей Бачински из Швейцарии и немкой Тамарой Корпач. Всего в активе 33-летней россиянки 18 побед на турнирах WTA, а также 2 победы на турнирах серии Большого шлема. Соревнования в Лугано завершатся 14 апреля. Олимпийский чемпион 2010 года, трехкратный чемпион мира Никита Крюков завершил международную профессиональную карьеру. Об этом 33-летний лыжник объявил накануне на пресс-конференции в Москве. Крюков практически полностью пропустил сезон 2017-2018 в связи с травмой и временным отстранением, которое было на него наложено по причине возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде в Сочи. Сегодня официально хочу заявить, что ухожу из большого спорта. Карьера была насыщенной. Я рад. Благодарю судьбу, что оказался в лыжных гонках. Это лучший и универсальный вид спорта, которым можно заниматься, сказал Крюков. С начала февраля по всей стране проходит самая масштабная по количеству участников и географическому охвату гонка на лыжах. На старт 37-й по счету лыжни России вышли сотни тысяч россиян в 70 регионах страны. Как прошла гонка в Мирном, расскажет Анна Винокурова. В этот день многие мирнинцы впервые решили встать на лыжи. Тем более, что повод общероссийского масштаба. В рамках лыжни России только в столице Алмазного края пройти дистанцию решились около 400 человек. Уровень лыжников, конечно же, растет, потому что база соответствует, всем нормам. Трасса тоже готовится ежедневно. Поэтому, как отчет базы, для подготовки, в принципе, мы предоставляем. Поэтому и уровень и взрослых спортсменов, и детей с каждым годом становится выше. Дистанция для массового забега для всех одинаковая – всего 2 километра. И главное здесь не скорость. Участникам требуется просто дойти до финиша. А вот в спортивном забеге участвовали только те, кто хорошо подготовлен. Здесь среди мужчин безоговорочную победу одержал мастер спорта Руслан Бочаров. Сам себе проиграл, конечно, я считаю, по своим результатам я где-то примерно минуту, потому что до этого я бежал в Ленске. Я бежал 12:10, здесь 13:58, поэтому, все равно нормально. В спортивном забеге среди девушек победила Ева Сычева. Среди парней чемпионом стал Иван Домрачев. Среди женщин равных не нашлось Марии Александровой из Светлого. Я себя с каждым годом себя со своими результатами сравниваю, но с каждым годом все лучше и лучше. Это радует. Участников спортивного забега наградили кубками и медалями, а любители, в свою очередь, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Анна Винокурова, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». Это были новости спорта. Всего доброго.